Никто не знает. Серия 1. Перевод группы Дизимания. Озвучено релиз-группой SES Дизи специально для сайта dizimania.ru. Госпожа, вы в порядке? Сестра? Сестра! Беги. Сестра, что происходит? Смотри на меня. Возьми эти деньги и отдай кому нужно. Сестра, пожалуйста, прости меня. Иди сюда. Будь осторожна, хорошо? Стоять! Стоять! Сбежала. Откуда этот мерзкий тип узнал, что я пойду к Тухче? Мама, ты рассказала, не так ли? Смотрите в начале улицы. Хорошо. Что случилось? Брат, тут никого нет. Хорошо, давай. Что случилось? Нашли девушку. Она только забежала на эту улицу. Если бы было так, мы бы видели, не так ли, начальник? Дом пуст. Господи, впервые улыбнулся ты мне. Спасибо. Но не прошло и 2 секунд. Если ударишь меня по голове тем, что у тебя в руках, станешь убийцей. Как? Как ты увидел? У тебя что, сзади глаза? Привет. Это... Я знаю, что кажется это очень странным, но... Клянусь, я не воровка. Клянусь. Не приближайся.
Не приближайся, иначе я ударю. Ударю, не приближайся. Свет. Я Севда. Утюг. Утюг. Прошу. Ваша обувь. Не поняла? Ваша обувь все еще на ногах. На входе можете снять. Там есть тапочки. Это вы внезапно сказали, прошу прощения. Сейчас переобуюсь. Вы бежите от тех людей, что снаружи? Нет? То есть да. Смотрите, я знаю, что вошла в ваш дом без разрешения, но я невиновна. Итак, я скоро уйду. Куда? Я должен спрашивать у вас, когда иду куда-то в своем доме? Нет. Я не хотела так сказать. Это... Может, сделаете что-то неправильное. Я возьму воды. Хотите? Нет, не хочу. Спасибо. Какой странный человек. Друзья, те, кто видел или слышал, пусть скажет. Незаконно прикрывать виновного — это тоже преступление. Этот дом осмотрели? Нет. Это дом учителя. Учителя? Если бы учитель видел, он бы обязательно сообщил. Посмотри на удачу. Бежала и прибежала в дом к имаму. Учитель? Откройте, полиция. Учитель. Учитель. Учитель, умоляю, не сдавайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, умоляю. Учитель, смотрите. Мои мольбы никогда не сбывались. Если вы ночью меня не сдадите, я помолюсь, а вы заработаете благо. Что скажете? Учитель. Учитель, умоляю, не сдавайте меня. Если любите Бога и пророка, умоляю. Пожалуйста, учитель. Учитель. Добрый вечер. Случилась кража. Мы думаем, что вор прячется в одном из домов. Одна девушка. Она еще и немного опасный учитель.
Опасная? Давай, братец, занимайся своими делами. Она украла деньги у бизнесмена. Видели ее? «14 часами ранее». Бери. Я побежала. Куда? На собеседование. Что за работа? Я говорила маме. Где Синан? В комнате. Сколько раз мне говорить, что в этом доме за стол будем садиться все вместе? Хорошо, я сейчас позову. Сиди, мама. Я позову Синана. Синан. Я много думал, я не смогу это сделать. Я передумал. Не смогу сделать, сказал же. Хорошо, я принесу вам то, что доверено мне полностью. Не переживайте. Увидимся. Что такое? Что это за подарок? Ничего. Почему ты передумал, скажи? Просто передумал, сестра. Не это ли важно? Хорошо. У меня и так дела есть. На завтрак. Я не буду есть. Сам скажешь отцу, дорогой. О, господин наконец пришел. Садись. Нет, папа, я не буду есть, у меня срочное дело. У всех тут дела, но никто не приносит деньги в этот дом. Садись, поешь и не порти мне настроение, давай. Папа, я не голоден, не буду есть. Что ты прячешь? Нет, папа, ничего не прячу. Иди сюда. Иди, иди. Кёксал. Кёксал. Папа, дай мне это. Папа, пожалуйста. Что это такое? Что это такое? Папа. Синан. Папа, что ты делаешь? Ты не вмешивайся, дочка. Кёксал, что ты делаешь? Ударил ребенка, не выслушав, не поняв. Что не поняв, Хайрие? Это наркотики, наркотики! Что? Синан. Не вмешивайся. Синан. Папа, отдай их мне. Синан. Папа, Синан. Синан. подожди. Кёксал, остановись. Убери руки. Кёксал. Папа, они не мои. Мама, скажи Кёксал, что-нибудь. не его, говорит же. Папа. Папа. Папа, Хорошо, сынок. закрой рот. Успокойся. Синан. Что я теперь буду делать? Что ты будешь делать? Постой. Знаешь, что ты будешь делать, а? Будешь человеком. Будешь человеком. Папа. Вставай на ноги. Вставай. Встань на ноги. Вставай. Вставай на ноги. Вставай на ноги. Вставай. Папа, не делай. Скажи мне, кто тебе их дал? Кто их дал тебе? Кто тебе их дал? Папа, не делай. Кто дал тебе их? Папа. Кто дал? Папа, не делай, папа, не делай. Прошу. Постой, постой.
Все из-за тебя, Хэрия. Все из-за тебя. Эти дети в таком состоянии из-за тебя. Папа, постой, постой, он передумал и так. Ты откуда знаешь? Он сказал в комнате. Постой, постой, Кексал. Синан. Синан, постой. Синан. 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 Синан, я сказала. Сынок, ты идиот. Ты понимаешь, что ты сделал? Хватит, сестра. Если и ты хочешь меня ударить, бей, и пусть это закончится. Не глупи. Кто тебя заставил? Сестра, долги заставили. Наши долги. Ты хотел спасти нас от долгов, травя людей? Это было твоим решением. Поэтому я и отказался. Но если бы папа хоть раз меня выслушал, хоть раз, я бы рассказал, что мне это доверили, что я отдам обратно. Человек не слушает. Что теперь будешь делать? Я улажу, не переживай. Синан, кто они? Сестра, что будешь делать с этим? Смотри, скажи правду. Скажи, что папа поймал и смыл унитаз. Если не поймут, позвони мне, хорошо? Хорошо, я сказала. Хорошо, сестра. Я опоздала. Здравствуйте, госпожа. Вы куда? Здравствуйте. Я пришла на кастинг лица марки. В таком виде? Хотя лицо спасает тебя. Что не так в моем виде, идиот? Здравствуйте. Здравствуйте. Госпожа Нише. Buyurun sıra sizde.
Учитель, хорошей пятницы. Хорошей пятницы. Пусть Бог примет ваши молитвы. Как ты, брат Селим? Спасибо, учитель, благодарю. Пусть Бог будет доволен тобой. Дядя Хасан, что ты делаешь? Если бы не ты, то никто бы не смог вытащить моего сына из этого болота. Пусть Бог будет многократно тобой доволен, Али. Пусть Бог будет доволен. Это наша обязанность, дядя Хасан, наша обязанность. Хорошей пятницы. Хорошей пятницы. Али, поговорим немного. Не о чем говорить. Может, хватит. Хватит уже, Али. Когда ты вернешься? Никогда. Севда Гельмес. Это я? Прошу. Вы прикалываетесь надо мной? Нет. Посмотрите на нее. Ты посмотри. Как мы выполним эту работу? Ни одна не подходит. Забери, чтобы я больше не видел. Все, нашли. Это лицо, которое мы ищем. Это она. Она. Как тебя зовут? Севда. Севда Гельмес. Можешь повернуться. Приходи через неделю, подпишем договор и приступим к работе. То есть как? Меня выбрали? Да. Правда? Да. Большое спасибо. Извините. Извините, я не поверила, очень сильно переволновалась. Правда. Друзья, мы определились с выбором. Спасибо, хорошего дня. У нее точно связи. Поздравляю, вы заслужили. Благодарю, большое спасибо. Хорошего дня. Алло, Туфчи? Слушай, милая. Меня выбрали? Да, моя мечта сбылась. Я же говорила тебе. Я говорила, что тебя однажды заметят. Я так счастлива, что не могу описать. Просто невероятно счастлива. Большое спасибо, господин Уйгар. Что бы мы делали, если бы вас не было? Мы очень благодарны. Пусть Бог не покажет вам трудностей, господин Уйгар. Не за что. Не за что. Не стоит это все говорить. Что бы я ни сделал ради Севды, всего будет мало. Разве может быть мало, дорогой? Что вы еще могли сделать? Вы спасли наш дом от приступов, погасили все наши долги. Даже если буду работать всю оставшуюся жизнь, не смогу вас отблагодарить. Господин Кексал, ты отец девушки, которую я люблю. Если мы поженимся с Севдой, то ты станешь и моим отцом.
Поэтому между нами не может быть таких понятий, как долг. Мы будем жить как короли. Если Севда как можно скорее скажет «да». Конечно, скажет. Скажет. Она тоже знает о том, что вы сделали для нас. Не так ли, Хэри? Конечно, конечно. Конечно, несомненно. Что он опять здесь делает? Все никак не можем посадить за стол регистрации брака. Я предлагаю определиться с датой свадьбы. Да, то есть вы определитесь, а мы подстроимся. Севда? Севда. Дочка. Видимо, не услышала. Конечно, дорогой. Кажется, она не увидела вас. Ладно. Тогда, с вашего позволения, я пойду. Ну что вы, прошу, я провожу вас. Подождем еще, господин Игар. Это дело слишком затянулось, Кёксал. Говори не со мной, а поговори с дочкой. Расскажи ей, на какие жертвы я пошел ради нее. Ты хочешь свести меня с ума, Севда? У нас огромные долги перед этим человеком. А ты даже не удостоилась поздороваться с ним, да? Я знаю его намерения, папа. И каковы его намерения? Он любит тебя и хочет жениться на тебе. А я обещал ему. Обещание? Какое обещание, папа? Что ты обещаешь от моего имени? Севда, дочка, разве не говорили с тобой об этом много раз? И я каждый раз говорила, что лучше умру, но не выйду за него, папа. Выйдешь замуж. Не выйду. Я убью тебя. Кексел, пожалуйста, успокойся. Я поговорю с ней, пожалуйста, ничего плохого и не делай. Зачем мне что-то делать? Она моя дочь. Не лезь в наш разговор. Севда, моя красавица. Когда я обанкротился, даже брат отвернулся от меня. Но этот человек погасил наши долги. Если бы не господин Игар, мы бы сейчас остались на улице. Ты ведь знаешь, это дочка. Замужество с этим человеком для меня хуже, чем смерть, папа. Почему вы не понимаете? Да и что такого, что у нас есть долг? Будем работать и вернем. Я обанкротился, дочка, обанкротился.
Я пропал. Пропал на рынке, понимаешь? Хорошо, хорошо, я буду работать. Ты слышишь, что она говорит? Дочка, это не то, что можно вернуть, поработав. Да и чем ты будешь заниматься? Я же говорила вам, что пойду на собеседование. Я получила эту работу, меня выбрали лицом марки. На неделе начнутся съемки, мы заключим договор. Что она говорит? Какая марка? Какой договор? Я не позволю дочке заниматься непорядочной работой. Быть лицом марки — это непорядочное дело, а выдать свою дочку ради денег против ее желания — это порядочное дело, отец, да? Севда, твой язык стал слишком длинным, Севда. Все, Кексал, успокойся. Замолчи! Это обо мне будут скоро говорить. Твой сын и так завяз по горло в наркотиках. Из-за тебя. Что я сделала? Пусть Бог заберет мою жизнь, чтобы я поскорее избавилась от всего Замолчи. этого. Сам бы тоже занимался детьми. То есть теперь я виноват? Я виноват? Будь ты проклята, Хайрия! Будь проклята! Хватит, не трогай маму. Я ненавижу тебя. Хоть раз. Ты хоть раз был нам отцом. Хоть раз. Чем быть твоей дочерью? Лучше бы я вовсе не родилась. Лучше бы умерла. Ты неблагодарная. Неблагодарная. Я заставлю тебя пожалеть об этом. Иди. Иди. Отпусти ее. Иди. Отпусти ее. Отпусти. Быстро иди. Иди. Кексал. Она останется в заперти, пока не поумнеет, ясно? И никакой еды. Мы договоримся с господином Уйгаром о дне свадьбы. Отныне будет так, как я скажу. Разве можно насильно быть милым, Кексал? Там в комнате твоя дочь, твоя дочь. Постой, подожди, пусть господин Уйгар подождет. Потерпите. Мы дошли до такого терпения, Хайри. Я уже устал, хватит. Ты слышишь, что она говорит, Хайри? Спрашивает, был ли я хоть раз для них отцом. Меня. Она спрашивает меня. Я ради вас запачкал руки в крови, неверные. Я запачкал руки в крови. Что ты говоришь, Кексал? Что значит запачкал руки в крови? Ничего, Хайри. Ничего. Боже. Чем я это все заслужила? Здравствуйте, учитель, как вы? Спасибо, хорошо. Ты как, маленькая? Хорошей работы. Дорогой Али, проходите, выпейте чаю, мы только завтракали. Спасибо, я спешу. Дай бог в следующий раз.
Хорошего дня. Хорошего дня. Как вы, госпожа Мираль? Спасибо. Мне нужно одно лекарство, госпожа Дуйгу. Конечно. У нас закончилось. Если не спешите, я попрошу принести со склада. Хорошо, можно. Тогда я позвоню и зайду как-нибудь. Заберу. Спасибо, хорошего дня. Хорошего дня. Что ты такое, дочка? Следи немного за собой, дорогая. Ты столько училась, стала фармацевтом. Ты заслуживаешь намного лучшего. Пожалуйста, не опускайся так низко. Хватит, мама, хватит. Мираль, зачем ты лезешь к этой девушке? Зачем мне еще лезть, дорогой? Она сидит и ждет этого человека, которого вы называете учителем. Мираль, что ты не поделила с учителем Али? Все повторяйте, учитель. Какой учитель, Ильхан? Какой учитель? Такой бывает в мечети, а он ремонтник. Мираль, пока он не пришел в наш район, повсюду были наркодилеры. Люди не могли по ночам выходить на улицу. Он меньше чем за 2 года очистил район. Я говорю прямо, если будет 10 таких, как он, то в Стамбуле не останется преступности. Да, хвали, хвали. И так все говорят о нем. И ты не отставай. Да ничего не понимаешь. Я тебя умоляю. Учитель, как вы? Спасибо, вы как? Спасибо, хорошего дня. Ну вот, теперь из-за тебя меня все на районе называют учителем. Что, учитель? Какой учитель? Я же столько раз говорил тебе. Я тоже все еще учусь от всех. И даже от тебя. Я просто делюсь своими знаниями с людьми, и все. Да благословит тебя Бог. У тебя никого нет? Есть. Есть, но... Забудь, учитель. Благодарю за все. Возьми, брат. Спасибо, да благословит вас Бог.
Давай, Хедоверди. Мне остаться, учитель? Оставайся, Хедоверди. Нет, учитель, не стоит. Купи что-то из одежды для брата. А после отведи в кафе и накорми его. Давай. Алло? Алло, Тухче, где ты? Neredesin? Я не дома, ягненок. Ben sokakta Я осталась на улице. Что? Что Что случилось? Расскажу. kalırım. Neredesin? Где ты, скажи мне? Да я не дома, скажи, где ты, мы приедем с Нихатом, заберем тебя. Хорошо, приезжайте к остановке Сителер. Хорошо, ягненок, хорошо. Ягненок, все хорошо. Совсем нехорошо, Тухче. Я сбежала из дома. Сбежала из дома? Хорошо, давай идем, поговорим дома. Увидимся. Ты только посмотри на него, обзавелся новой волной. Девушка, которая рядом. Доброе Большое спасибо. Просто лакомка. Была одна, стало две. Сивда, включи мозги. Этот уйгар немыслимо богат. Раз хочешь жениться, выходи за него. Нет, ну если не получится, у вас разведешься. Я же не говорю тебе всю жизнь быть с ним в браке. Я на днях прочитала новость. Женщина всего 9 дней была замужем, развелась, столько лет уже получает алименты. Подумай только. Не глупи, Тухче. Умру, но не буду даже всего день замужем за этим человеком. Мне не встречаются такие. Ей-богу, и минуты не думала бы. Nasıl yani? Как это? Sevmediğin Вышла bir бы adamı замуж за böyle нелюбимого söyledi. человека ради денег? Да, ты не думай обо мне. Что будешь делать с отцом? Ondan Я от него избавлюсь. şu çekimler Пусть начнутся съемки. paramı Заработаю денег. Спасу Синана и маму от него. kazan- Мама. Alo anne. Алло, мама. Sevda. Сивда, Neredesin?
Где ты, дочка? Я умираю от беспокойства. Все хорошо, мама. Хорошо. Хорошо, а где ты сейчас? У Тухче. Я сегодня останусь здесь, не волнуйся. Синан пришел домой? Звоню, он не отвечает. Не пришел, еще не пришел. Дай мне это, дай мне телефон. Дай телефон. Что случилось, Севда? Севда? Ничего. Вот сбросила, услышав твой голос. Köksal. Смотри, она у Тухче, у своей подруги, слава богу. Завтра придет, я смогу ее убедить. Выйдет замуж за господина Уйгара. Ну и ты перестань уже тогда давить на этого ребенка, прошу. Я расстраиваюсь за маму. Она остается между ними. Да хватит уже такое чувство, будто кто-то умер. Давай вставай, идем, давай. Куда? Да я должна была встретиться с другом в клубе. Ты позвонила, я приехала сюда, не позвонила, не сообщила даже ему. Давай, Тухче, правда, у меня нет сил. Совсем не в настроении, посижу дома, ты иди развлекайся. Нет, я настаиваю, не принимаю возражений. Давай, вставай, идем. Я совсем не в настроении, правда. Прошу, ты иди развлекись. Ну, спасибо тебе. Правда, спасибо тебе. Ты оставишь меня одну? Меня. Твоя совесть будет спокойна? Мне одной пойти? Давай, вставай, идем. Вставай, вставай. Найдем, что тебе надеть. Давай. Давай. Очень красивая. Повернись-ка, повернись. И это смотрится хорошо. Очень красиво выглядишь, ей-богу, завидую очень. Ну, что опять случилось? Хорошо, я уложу твои волосы. Позвоню Синану, все думаю о нем. Вызываемый абонент временно недоступен. Выключен. Телефон сел, наверное. Да он же взрослый юноша, не паникуй ты так сразу. Идем-ка, юноша. Идем. И рассказывай ему о своей проблеме. Какой-то странный человек нес чушь. А вы что сделали? Что поделать? Вот самолет построил. А потом? Вот так вот и стоял. Отведите его в кабину экипажа, я сейчас приду. Дамы, у меня вышло небольшое дело. Вы продолжайте развлекаться, я сейчас же приду, хорошо? Приятного аппетита, господин Амер. Вам тоже. Ну? В чем дело, Ведат? Он уничтожил товар. Брат, ей-богу, я ничего не делал. Отец вылил все в унитаз. Ты сейчас еще скажешь, что он смыл все. Смыл, брат. Ты издеваешься надо мной, ушлепок? Как тебя зовут? Синан. Смотри, брат Синан. Смотри сюда.
В этой жизни у меня была единственная мечта. И это стать владельцем самолета. Но не вышло. Не получилось. Только кафе смог сделать. Почему? Из-за таких ушлепков, как ты, которые украли мои мечты. А теперь или ты сегодня вечером привезешь мне товар, или же деньги. Какова была их стоимость, видать? 100 тысяч. 100 тысяч? Услышал? Не смей сделать что-то левое. Тебе и так не убежать от меня. Если пойдешь в полицию, я сделаю тебя неопознанным трупом. Понял? Молодец. Время пошло. Ты все еще здесь, сынок? Иди же. Сидит так, будто это самолет его отца. Видат, почему мы держим тут этого осла? Ты так велел, пилот. Нельзя. Вы возьмите его, отведите в ангар. С ним придется немного повозиться. Развяжи. Алло, Синан. Почему у тебя выключен телефон? Сестра, Что случилось? мне нужно 100 тысяч лир, срочно. Что? Если я сегодня не отвезу деньги за эту наркоту, которую смыл отец, меня убьют. Что ты говоришь? Кто убьет? Где ты? Скажи мне свое место, я приду и поговорю с ними. Сестра, с ними невозможно разговаривать. Синан, кто это? Сколько раз уже спрашивала, почему не говоришь? Какой-то пилот, безжалостный человек. Сестра, что мне делать? Хорошо, будь спокоен, скинь мне свою геолокацию. Я привезу деньги. Как я найду сейчас эти деньги? Севда? Севда. Что случилось? Что за вид? Синан. Синан позвонил. Говорит, что его убьют. Ему нужно 100 тысяч лир. Что? Что значит убьют? Кто убьет? Не знаю. Какой-то пилот. Пилот. Пилот? Что за имя? Кто это? Да брось его, мне нужно 100 тысяч лир. Хорошо, но откуда мы найдем столько денег? Мы даже 10 тысяч лир не сможем найти. Отец? Может, попросим у твоего отца? Отец? Откуда отец найдет столько денег?
Все и так случилось из-за него. Тогда иди попроси у Игара. Только он сможет сразу дать столько денег. Никогда в жизни. Севда, да ты вынуждена. У кого еще ты попросишь столько денег? Я иду. Куда ты идешь? Стой. Не знаю. Севда, смотри, выслушай меня. Не теряй времени, иди к Уйгару. Прошу. Доброй ночи. Добро пожаловать, госпожа Севда. Господин Уйгар здесь? Мне надо срочно с ним увидеться. Он знает о вашем визите? Нет. Секунду, сейчас сообщу. Что такое, Сараб? Господин Уйгар, пришла госпожа Севда. Севда? Она хочет с вами срочно встретиться. Хорошо. Пусти ее, не заставляй ждать. Хорошо, начальник. Госпожа Севда, прошу вас. Наконец-то ты пришла. Ко мне пришла. С первого дня, как я увидел тебя, я ждал этого момента. Иди сюда. Садись. Что будешь пить? У меня нет времени, господин Уйгар. Мне срочно нужно 100 000 лир в долг. Прямо сейчас. В долг? Да, в долг. Я расплачусь в ближайшее время. Могу я спросить, для чего тебе эти деньги, Севда? Не спрашивайте, пожалуйста. Это для меня очень важно. Вопрос жизни и смерти. Севда, послушай. Твой отец и так достаточно задолжал мне. Что это значит? В долг не получится. Итак. Подожди секунду. Алло, Синан? Сестра. Звонил человек-пилот и сказал, что у меня мало времени. Они убьют меня, если я не найду деньги. Прости меня за все, сестра. Не говори глупости, успокойся. Ладно, я принесу деньги. Подожди меня.
Это твои деньги, Севда. Если ты согласишься на мое предложение, все мое состояние будет твоим. Какое предложение? Стань моей. Прямо сейчас. Здесь. Что ты говоришь? Ты за кого меня принимаешь? Подожди, не пойми неправильно. Выходи за меня. Согласись стать моей женой. Я сделаю тебя очень счастливой. Разве так разговаривать с той, на которой хотят жениться? Тебе не стыдно? Я очень долго ждал тебя, Севда. Отпусти. Я безумно влюблен в тебя. Что ты делаешь? Отпусти. Я больше не выдерживаю. Терпения больше нет. Ты с ума сошел, Уйгар? Отпусти. Я не могу дышать без тебя, ты не понимаешь? Каждую секунду думаю о тебе. Что ты делаешь? Отпусти. Очень Отпусти. Отпусти. Отпусти, сказала. хочу. Я схожу с ума по тебе, ты Отпусти, не подонок. видишь? Пусть все, что есть у меня, будет твоим. Я тебя Отпусти. очень люблю, Севда. Отпусти. Я умираю по тебе. Не понимаешь? Отпусти. Отпусти меня. Отпусти. Я люблю тебя. Люблю. Отпусти. Отпусти меня. Отпусти. Госпожа Севда. Босс? Сарп. Где Севда? Только что прошла в спешке. Беги. Скорей. Она украла мои деньги. Ты жди здесь. Стойте, кража. Что такое? Напали на Уйгара 40 и украли деньги. Она убегает. Жми, жми. Где Севда, как сам? У нее есть подруга по имени Тукче. Она пошла к ней. Тукче? Дай мне ее адрес. Адрес. Минутку. Рия. Что случилось? Дай адрес Тукче. Господин Уйгар попросил. Алло. Господин Уйгар, спрошу кое-что. А что Севда делала там у вас? Украла мои деньги. Что? Украла ваши деньги? Поздравляю, Хария. Твоя дочь и воровать начала. Какое воровство? Моя дочь не сделала бы такого. Сделала. Сделала.
Настоящее время. Была совершена кража. Мы думаем, что она прячется в одном из домов этого района. Девушка. А еще учитель, у нее тяжелая работа. Она проститутка. Проститутка? Давай, брат, давай, займись своими делами. Напала на бизнесмена и украла его деньги. Вы видели ее? Нет, не видел. Ладно, простите за беспокойство. Доброго вечера. Вам тоже. Учитель, да будет доволен вами Бог. Спасибо большое. Из-за меня вам пришлось солгать. Все, что они говорят, это ложь. Это клевета подонка по имени Уйгар. Я неплохая девушка. Проститутка, видите ли. Еще чего. Гад. То есть вы ничего не крали? Нет, учитель. Какая кража? Я взяла на время. Мне пришлось. Из-за долга моего брата чуть не убили. И я поэтому... Вы ранены? Я принесу что-нибудь. Учитель, у вас есть зарядка? Мне нужно позвонить брату, я очень волнуюсь. Я не пользуюсь мобильным. Не пользуюсь мобильным? Да, ладно. Проходите. Господин Уйгар, если вы напишете заявление в полицейском участке, можете быть уверены, что они найдут. Ладно, комиссар, ладно. Она ведь не провалилась сквозь землю. Она где-то здесь, это очевидно. Прячется. Послушай, Сарп, никто не пойдет домой этой ночью, пока не найдут Севду. Держите под наблюдением дом этой Тукче, чтобы я знал, когда она придет. Хорошо, босс, давай. Меня зовут Уйгар Сарыкая. Я не сдвинусь с места, пока не заберу свою будущую жену. Пусть все знают это. Если понадобится, сожгу этот квартал, но все равно не уйду. Учитель, вам, конечно, легко. Будь я на вашем месте, я бы тоже положилась на Бога. Но он не обращает на меня особого внимания. Иногда думаю, чем я согрешила, что это все случилось со мной. И не могу понять. Этот подонок Уйгар, о котором я говорила, мой отец ему должен огромную сумму. Наш дом и все, что у нас есть, принадлежит ему. Меня хотят выдать за него замуж. Он мне противен. Но почему-то никто не хочет меня понимать. Это ваш сын на фотографии, учитель. Очень милый.
Не беспокойтесь, не сглажу. Видно, что вы женились по любви. У вас такой милый сын. Кто будет благодарить Бога, если не вы? В самом деле, учитель, где ваша жена? Они ведь не уходят, чтобы я тоже ушла? Аппетитно выглядит. Вы не пригласите меня, учитель? Я приготовил для вас. Я сыт. Присаживайтесь, пока не остыло. Учитель, как вы поняли, что я голодна? Приятного аппетита. Спасибо. Учитель, кстати, я Севда. Я Али. Приятно познакомиться. Прошу вас. Спасибо. А если подсыпал чего-нибудь? Вдруг усыпит меня и что-то сделает? Я посмотрю, достаточно ли соли. Отлично. Приятного аппетита. Спасибо. Словно мои мысли прочитал. На кухне такой порядок. Видно, жена очень чистоплотная. Учитель, кто это, интересно? Ваша жена? Идите, ешьте. Какой спокойный человек. Госпожа Дуйгу, Я принесла лекарства, которые вы искали в обед. спасибо. Не стоило утруждаться. Я бы завтра забрал. Ну что вы? Ладно, сколько с меня? Ничего не надо. Нет, так не пойдет, прошу вас. Но мы закрыли кассу. Завтра занесете. Ладно, еще раз спасибо. Дуйгу. Что ты здесь делаешь, дочка? Решила отдать учителю Али лекарства, которые привезли со склада. Я забеспокоилась, когда ты долго не возвращалась. Вокруг ходят странные люди. Полиция искала здесь одну девушку.
Ладно. Вам доброй ночи. Вам тоже. Доброй ночи, учитель. Доброй ночи. Учитель, мне кажется, эта девушка липнет к вам. Меня это не касается, но, будь я на месте вашей жены, не оставляла бы вас одного ни на минуту. Я что-то сказала не так? Ты не видела, дочка? В доме была пара женской обуви. Я ничего такого не видела, мама. Как ты хоть это заметила? Это нормально. А твои глаза не видят ничего, кроме него. Дуйгу? А вдруг девушка, которую разыскивает полиция, находится в доме Али? Ильхан? Я в спешке вышла из дома, а ты забеспокоился за меня, да? Нет. Я еду в больницу. В больницу? Сына Назыма увезли на скорой. Решил пройти посмотреть. Мы тоже поедем, папа. Хорошо? Учитель, вы и дома молитесь? Кошмар. Учитель? Учитель, кто это? Учитель, этого товарища бросила девушка. Он вошел в депрессию, выпил целую горсть лекарств, промыл желудок. Месяц назад он вскрыл вены. Посмотрите на его запястье. А сейчас он чуть было не спрыгнул с высокой этажки. Я поймал его и привел к вам. Оставь меня, брат, я не хочу жить. Заставляете, что ли? Если понадобится, заставлю. Хорошо сделали, что пришли. Подождите 2 минуты. Я сейчас вернусь. Сказал подождать. Учитель, У меня гости. а кто эти гости? Я не знаком с ними. Вы впустите людей, которых совсем не знаете? Он пришел вместе с Хюдаверди. Хюдаверди? Мой друг. Учитель, может, они погостят у вас в следующий раз? Нет, потому что ситуация срочная. Срочная. Почему? Не хочу заставлять их ждать. Вы побудьте в той комнате, пока я не успокою их и не выпровожу. Ладно? Ладно. Учитель, я заберу свою обувь, чтобы не увидели. Послушай, брат, по твоим рассказам я понял, на самом деле Бог помог тебе. А ты вместо того, чтобы поблагодарить Его, собрался покончить с собой. Учитель, я разорился. Поэтому девушка и бросила меня. Мы собирались пожениться. Ты говоришь, что Бог помог мне. Бог не замечает меня. А ты подумай так. Если бы ты не разорился, ты бы не смог увидеть истинное лицо своей девушки. Возможно, ты никогда не узнал бы, что она выходила замуж за тебя из-за денег. На самом деле, это не девушка тебя бросила. Это ты ее бросил.
На самом деле Бог уберег тебя от нее. Послушай, и не забывай. У истины всегда есть еще одна сторона. Ты ошибаешься, если будешь смотреть только с одной стороны. А потом будешь говорить: Бог меня не замечает. Чем я согрешил, чтобы пережить такое? Не забывай. Мирская жизнь — это испытание. А жить — это дело терпения. Доброй ночи. Где Севда? Не знаю. Заходи внутрь. Посмотрим, знаешь или нет. Заходи. Севда? Севда! Севда! Севда? 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 Куда она пошла? Куда она пошла? Господин Уйгар, я же сказала, что не знаю. Разве не к вам пошла? Не стойте на ногах. Проходите, присядьте, выпьем чего-нибудь, поболтаем. Скажи мне. Скажи мне, где Севда. Иначе я задушу тебя. Ее брат задолжал кому-то по имени Пилот. Она ушла из дома, чтобы найти деньги. Пилот. Учитель, наказать его, если он еще раз такой выкинет. Нет, больше не сделает. Ты обещал, не забывай, больше никаких суицидов. Нет, учитель, нет, ни за что. Спасибо большое. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Слышишь ты? Думаешь, я позволю сказать, что человек-пилот оказался насильником? Как ты смеешь играть с нашим авторитетом? Разве в нашем духе нападать на чужих жен и дочерей? Собака. Пилот, хватит, он умрет. Пусть сдохнет. Ты иди, ответь на звонок. Уйгар. Ответь. Да? Говори, Уйгар. Пилот, как ты, брат? Да что там? Работаем, брат. Рядом с тобой есть какой-то Синан? Есть или нет, Уйгар? В чем дело? Ты скажи. Что нужно? У меня украли деньги, пилот. Попрошу тебя подержать у себя немного этого Синана. Пока я не скажу отпустить, не отпускай. Слушай, нельзя так, Уйгар.
Я сказал ему принести деньги. Парень вовремя их принес. Я не могу переступить через свое слово. У нас авторитет. У меня украли пилота. Это твоя проблема, Уйгар. Если у тебя трудности, позови, я сразу же приеду. В конце концов, я тебе жизнью обязан. Но не проси меня переступать через свои принципы. Хорошо, брат, хорошо. Прости, потревожил тебя. Ничего. Психопат. Плевал я на твои принципы. Ты украл деньги у Уйгара Саракаи. Нет, я не украл. Он что, врет? Брат, я честно не вру. Я взял эти деньги у сестры. Тогда его сестра украла. Не вмешивай мою сестру. Это ты вмешал сестру. Не видать. Проваливай, чтобы больше я тебя не видел. Пошел. Не приближайся. Я застрелю. Знаешь, в чем их проблема, Ведат? Они тормозят. Потому что если уж ты взял пистолет и наставил его, то должен выстрелить. Возьмите и похороните его. Вы знаете, я терпеть не могу трупы. Ненавижу их. Учитель, это разве не неприлично? Даете повод для сплетен народу. Я принес кое-какую одежду и одеяло. Под диваном есть подушка. Спокойной ночи. Я скоро уйду. Вы сами знаете. Ваши гости ушли? Ушли. Как же он расстроился, когда я сказала, что это неприлично. Что за глупости я наговорила? Госпожа Севда? Простите, учитель. Я пришла попросить прощения. Спокойной ночи. Простите, пожалуйста, учитель. Я случайно руку положила.
Учитель, учитель, ваша рука. Простите, я случайно. Случайно? Да, учитель. Это несчастный случай. Несчастный случай, я внезапно. Я сейчас соберу. Убери руку, не трогай. Яшар, почему ты бросаешь дело? В чем твоя проблема? Если ты недоволен нами, скажи. Мы никого насильно тут не держим. Я дал слово учителю, брат. Что? Дал слово учителю. Ведат, что происходит? Это уже какой случай с учителем? В стране все учителя бросили свои дела и занялись нами, что ли? Это один и тот же учитель-пилот. Кое-кто по имени Али с соседней улицы. Ты знаешь его? Нет, пока не знаю. Ты видел? Нет, пилот. Слышал имя, но не видел его. Хорошо. Тогда познакомимся. Можешь открыть? Пожалуйста. Послушай, я не хотел тебя расстроить. Севда. Госпожа Севда. Простите, что разбил вам сердце. Я много лет хранил это как зеницу ока. Когда я так внезапно увидел на полу в виде осколков, я не смог совладать с эмоциями. Не смог. Мне было 6 лет. В то праздничное утро моя мама оставила у моего изголовья и у брата по одному снежному шару. Это было самое счастливое праздничное утро. Последнее наше совместное счастливое воспоминание. В тот праздник мы потеряли и мать, и отца. Когда мой брат сбежал, он забрал с собой свой шар. Я всегда верил,
что найду своего брата благодаря шару. Это глупо, но это так. Это было моей надеждой. Я бы сказал ему, когда нашел бы его: смотри, это тот шар, который нам подарила мама. Я твой брат. Но его больше нет. Уже поздно. Спите. Мне жаль, что обидел вас. Учитель. Простите. Мне очень жаль. Я сделаю все возможное, чтобы сгладить вину из-за шара. Обещаю. Но сначала ваша рука. Тут могли остаться осколки стекла. Давайте я посмотрю. Нет. Ничего серьезного. Идите спать. Спокойной ночи. Это здесь? Вы же не ошиблись? Здесь. Где учитель? В мечети, где же еще? Ты тогда чего стоишь? Иди и позови его. Мы не можем зайти в мечеть, не заставляй нас совершать грех. Пошел. Брат, но я не делал омовения. Сынок, раз ты даешь обещание учителю и бросаешь работу, тогда не гуляй, не сделав омовения. Пошел! Идиот! Закрыто. Как закрыто? Разве мечеть может быть закрыта, Видат? Не знаю, пилот. Хоть что-то знай, хоть что-нибудь. Это не наш Ешар? Доброй ночи, Ешар, кого вы ищете? Мы учителя Али ищем, дядя.
Что в такое время ему делать в мечети? Который час уже, ты знаешь? Когда он придет? Он придет на утренний намаз, а потом пойдет в магазин. У муллы есть магазин. У какого муллы? Муллы этой мечети. Вы подумали, что учитель Али мулла мечети? Нет. Нет. Ишар разве не сказал тебе? Давайте, спокойной ночи. Видели, какие у него друзья? С чего ты взяла, что это его друзья, мама? Они даже не знали, что он не мулла. Мираль, почему ты так придралась к этому учителю Али? Ты ничего не понимаешь, да, Ильхан? Не понимаешь. Ишар, что мне теперь с тобой делать, Ишар? Раз привез, может уложить под камни? Что мне сделать? Брат, я тоже не знал, клянусь. Клянусь. Он очень верующий, вся улица называет его учителем. Что мы заморачиваемся, пилот? Узнаем его адрес, пойдем и вытащим его из дома, и дело с концом. Да пошел ты. Как мы можем из дома забирать учителя? Ты хочешь нас в ад отправить? Что будем делать? Придем в следующий раз и мило поговорим. Спросим, почему он мешает нашей торговле. Скажем, что мы насильно продаем это дерьмо. Кто хочет, покупает, кто не хочет, не покупает. Спросим, почему он трогает наших людей. Хорошо. У нас есть уважение. Есть уважение. Но никто не может играть с нашими мечтами. Не так ли, Ведат? Пошли. Ты куда? У нас с тобой дела закончились. Давай по своей дороге. Иди. Столько людей пришло. Говорят, ищут девушку. У нее еще и парень есть. Говорят, странный тип. Мираль, ты слышала? В доме учителя Али ищут какую-то девушку. А ее воздыхатель носится по улицам. Слышала, слышала. Дай бог, чтобы не вышла из его дома. С чего дома? То есть, мама? Давай. Хорошо, иду. Ладно, я расскажу потом вам. Доброго вечера. Стыдно на ночь глядя. Что я сказала? У меня как закончатся дела, я тебя сразу же заберу. Всего лишь 2 дня. Подумай так. Ляжем, встанем, ляжем, встанем. Потом воссоединимся, хорошо? Хорошо. И бабушку сильно не расстраивай. Не заставляй ее уставать, она пожилая. Хорошо, папа. Молодец. Рустем, веди осторожней, хорошо? Хорошо. Не гоняй, пожалуйста. Не переживайте. Иди сюда, еще раз обниму тебя. Хорошо? Давай. Папа, моя игрушка. Я возьму и принесу. Нет, нет, заведи машину, я принесу. Я принесу.
Нет! 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 Что происходит? Нет! Нет! Учитель! 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 Не уходи! Прости. Я сейчас принесу воды. Прошу, учитель. Учитель, вы тоже видите кошмары, как и мы? Пришло время намаза. Какой таинственный человек. Учитель, они ушли. Учитель. Спит, наверное. Учитель. Я верил, что смогу найти брата благодаря шару. Это была лишь надежда. Когда нашел бы его, сказал бы ему, что это снежный шар, который нам подарила мама. Я твой брат. Спасибо за все. Моя молитва не будет принята, но все же да будет доволен вами Аллах. Стой! Стой! Пошел вон! Стой! Стой, не убегай! Убирайся! Стой! Помогите! Помогите! Что со мной случилось? Люди! Люди! Где люди? Какие люди? Люди этого мерзкого уйгара.
Может, вы видели кошмар? Нет. Нет, когда вас не было, пришли два человека. Они пытались увести меня насильно. Потом, кажется, я упала в обморок. Потом... Людей нет. Нет. Не бойтесь. Вам тут никто не навредит. Как? Я прочитал вашу записку, кстати. Искренние молитвы будут исполнены. Вы склеили снежный шар. Здоровья вашим рукам. Давайте завтракать. Где люди? Давай, давай, давай. Мы не можем получить информацию от людей, которые были на улице Тукче. Что значит не можем получить информацию? Телефоны выключены. Смотрели везде, но новостей нет. Как нет? Как нет новостей? Простите, простите. Вы ищете девушку, которая забежала на ту улицу, да? Да. Вчера ночью я увидела в доме учителя Али обувь. Женскую. Кажется, она сумасшедшая. В каждом доме может быть женская обувь, не так ли, госпожа? Учитель Али не женат, живет один. У него нет никого. Доброго дня. Их не видно. Ушли, кажется. Я тоже ближе к вечеру уйду. За все спасибо, учитель. Опасности еще не миновала. Я же не буду всегда тут оставаться. Буду вынуждена уйти, учитель. Конечно. Я всего лишь напомнил. Решение за вами. Я никогда не забуду эту вашу доброту. Правда, большое спасибо. Учитель, не открывайте. Это не его люди. Может, сообщим в полицию? Нет, нет. Не будем сообщать в полицию. Что будем делать, учитель? Учитель. Успокойтесь. Это Хюда Верди. Я его звал. Хюда Верди. Учитель, я принес зарядку, вы просили. Спасибо. Ты жди снаружи, я приду. Хорошо. Вы просили зарядку. Спасибо, учитель. У меня есть дела, я выйду. Но Хюда Верди будет ждать в дверях. Почему? Вы же говорили, что 2 человека приходили. Другие тоже могут прийти. Поэтому... Хюда Верди? Знаешь, что я тут? Нет. Не спрашивал, почему он должен ждать? Хюда Верди не задает ненужных вопросов. Наши вопросы ненужные, значит. Какой странный учитель. Жди здесь, пока я не приду, Хюда Верди. Хорошо, учитель. Севда, где ты? Я сошла с ума с ночи. Никого нет рядом, да? Скажи правду. Нет. Но ночью приходил Уйгар. Мерзкий тип. Севда, где ты? Смотри на меня. Дай слово, что никому не скажешь. Хорошо, не скажу. Скажи, где ты? Я остаюсь в доме, что напротив тебя. В доме учителя. В доме учителя Али? Ты знаешь? Нет, не знаю, не знакомилась. Но на районе все хорошо говорят о человеке. Невероятный человек.
Gizemli. Тайный очень. Севда, будь осторожна. Люди Уйгара все еще ходят здесь. Мама с ночи ищет тебя. В дверях есть человек, начальник. Кто бы он ни был. Мы нападем на дом и заберем девушку. Давай. Машина. Вторая машина. Прошу, вы к кому? Учителя нет, отойди. Не могу отойти. Слышу голоса. Я позже позвоню маме. Не бей по дверям, братец. Тут же звонок есть, звони в него. Учителя дома нет. Братец, осторожно, мой. сломаешь дверь. Что же ты хочешь от двери? Что ты делаешь? Сломаешь дверь. Отойди, отойди. Сломал. Севда. 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 Севда, где ты? В чем дело? Ты устал? Севда. 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 Севда, где ты? Иди сюда, иди. Отпусти! Отпусти! Мерзкий тип, отпусти! Пошли, мы уходим. Я никуда не иду. Никто не заберет тебя с моих рук. Мы Я уходим. никуда не пойду, не пойду, убирайся. Что ты делаешь в этом доме? Кто этот учитель? Никто не может прятать мою любимую. Я спрошу с него за это. Мы не возлюбленные. Убирайся, убирайся. Я не пойду, оставь. Уходим. Отпусти, ты не можешь меня увести. Отпусти, отпусти, отпусти. Пошли, пошли. Отпусти меня. Отпусти, ты не можешь меня так увести. Отпусти. Пошли. Воровка вышла из дома учителя Али. Отпусти, отпусти. Садись в машину, садись. Отпусти, Сядь. отпусти. Хорошо, Отпусти. успокойся. Садись в машину. Отпусти. Садись. Ее насильно ведут. Человек ее муж. Если насильно, конечно, уведет. Нет, не муж. Давай, Севда, пожалуйста, давай. Отпусти. Сынок, как учитель Али мог сделать такое, не могу понять. Я бы ждал ото всех, но не от учителя Али. Ничего себе. Садись в машину, садись, давай. Отпусти. Садись. Давай, быстрее. Отпусти. Успокойся. Увидела своими глазами. Легкой работы. Спасибо, добро пожаловать. Я ждал тебя, хотел уже выходить. Твой компьютер готов, ничего не осталось. Все закинул. Сколько я должен, учитель? На этот раз ничего. Разве такое возможно? Возможно, возможно. На этот раз возможно. Спасибо большое. Давай, давай.
Девушку, которую ты запер дома, забрали ее хозяева. Хюдаверди, прости, учитель. Они сломали твою дверь. Я не смог противостоять. Я не смог противостоять. Прости, учитель. Хорошо, братец, все хорошо. Сломали твою дверь. Я не смог противостоять. Хорошо, братец. Хорошо. Дядя? Ты с кем связался, животное? Что такое, дядя? Я сделал что-то не то? С чего дома ты забрал девушку? Была в доме какого-то районного учителя. Забрал и приехал. Там ничего не случилось, что могло привлечь твое внимание? Нет. 2 моих человека потеряны, которых я приставил к дверям. Вот. Эти 2 человека, если живы, то очень везучие. За спиной этого человека, которого ты называешь районным учителем, стоят такие люди. В то время как он работал на государство, он за одну ночь уничтожил всю мафию, что убили его сына. Потом поклялся всем. У него одна лишь слабость. Его брат, которого он ищет много лет. Молись, чтобы он не нарушил свою клятву. Вы еще избили его самого любимого друга. Куда бы ты ни сбежал, где бы ты ни спрятался, он тебя найдет. Тебе от него не сбежать. Я хочу добраться до него. Но так как он не использует телефон, я не смог с ним связаться. Но как свяжусь, поговорю, чтобы простил тебя. А ты немедленно отпусти девушку. Не отпущу. Я не отдам Севду никому. Зачем приходил дядя, начальник? Этот учитель. Он никакой не учитель. Сообщи всем. Пусть дом будет окружен вооруженными людьми. Позвони пилоту. Сообщи, что мне нужна помощь. Сейчас же. Хорошо, начальник? Да проклянет тебя Бог, Уйгар. Подонок. Гад. Откройте дверь. Откройте. Откройте. Откройте дверь. Отпусти меня, мерзавец. Ты моя. Моя. Никто не сможет забрать тебя у меня. Чего тебе? Господин Уйгар, здесь один человек хочет встретиться с вами. И кто это? Не знаю.
Как это не знаешь? Кто такой? Я не вижу, кто это. Он сейчас наставил на меня пистолет. Он захотел, чтобы я сказал о том, что хочет увидеться с вами. Кто он такой? Кто это? Кто? Алло. Алло. Идет. Кто, шеф? Учитель? Он идет сюда. Остановите его. Убейте. Остановите его. Свет выключился, шеф. Кто там? Сарп, что случилось? Что случилось? Я что-то услышал. Сейчас проверю. Я не знаю, кто идет и от кого ты бежишь, но это очень здорово видеть тебя таким испуганным, Уйгар. Иди сюда. Иди. Отпусти. Отпусти, я сказала. Отпусти меня. Тише. Отпусти. Тише. Отпусти. Я же сказал, тише. Он умер. Что происходит? Иди. Быстро. Быстро. Отпусти.
Быстро. Отпусти меня, мерзавец. Иди, поторопись. Отпусти. Всегда, давай. Отпусти. Проходи сюда. Отпусти. Тебе некуда бежать. Садись в машину. Отпусти. Давай. Отпусти. Отпусти меня, отпусти. Где ключи? Где ключи от гаража? Ты взяла их. Ты взяла. Не знаю, я не брала. Ты создаешь много шума, Уигар. Очень много. Учитель? Учитель? Ты в порядке? В порядке. Уигар. Послушай, ты больше не будешь приставать к этой девушке. Если еще раз услышу, что ты подходил к ней, то в следующий раз не пощажу твою жизнь. Возьмешь свой долг у меня. Ты понял? Понял. Никто не может забрать человека, находящегося в моем доме. Хорошенько запомни это. А еще... Никто не может ударить моего друга. Ты больше не появишься в моем районе. Ты понял? Понял. Хорошо. Bunların
Знаешь, в чем их проблема, Видат? Они тормозят. Хотя, если ты наставил пистолет, то должен стрелять. Стреляй в него, пилот. Убей.